Ну а теперь мы отправляемся в более продолжительное путешествие. Мы отправляемся в Турцию. Но, конечно, не в ту Турцию, в которой побывало абсолютное большинство наших сограждан. Вот точка на карте, которая нас интересует. Она почти в центре, вдалеке от всевозможных туристических мест. Эту Турцию мы не знаем. Точка эта называется деревня Богру-Делик, и живут там потомки сибирских татар. Известен даже год основания этой деревни – 1908 год, то есть ей более 100 лет. Известно также, как она была основана. Татары, веками проживавшие на территории Омской области, в 1907 году вдруг снялись с места и отправились из Российской империи в Османскую. То есть представьте себе расстояние. Дошли, конечно, не все. И бежали они, учуяв ветер перемен, еще в 1907, то есть за 10 лет до революции. Сегодня Богру-Делик – это единственная в Турции деревня, где живут сибирские татары. Мы в самом сердце Турецкой республики. Эта татарская деревня расположилась аккурат между двумя городами – столицей Анкарой и городом Конья, где захоронен легендарный суфий Джалалиддин Руми. Зимой 1908 года татары, бежавшие из России в поисках лучшей жизни, осели именно здесь. Именно здесь турецкий султан выдал им землю и дал разрешение основать свое село. Богру-Делик, или говоря на современном татарском Бягыр-Тишиге, дословно означает «дыра в душе», «душевная рана». Наверное, неспроста. Не все добрались до турецкого берега целыми и невредимыми. Прежде чем в селе были отстроены первые дома, появилось вот это кладбище. Холодной зимой 1908 года в день хоронили по одному-два односельчанина. Сегодня выходцев из Богру-Делика можно встретить не только в Конье, Анкаре или Стамбуле. Многие перебрались на постоянное место жительства в Европейский Союз. Но вот что интересно, где бы ни умер односельчанин, будь то Швеция, Германия или Дания, хоронят непременно на деревенском кладбище. Это традиция, своего рода дань второй родине, которой стала для этих татар Турция. Рахим Ференджи приехал в родное село из далекой Норвегии. Приехал на собственном автомобиле, на праздник Курбан-Байрам. Ференджи по-турецки означает «изготовитель печей». Мы поинтересовались происхождением его фамилии, и вот что он ответил. Меніңге рахматлік нәнәм мәмләкәттә ол біздіңге хәсерге ауылда ясаған митсләрне ясаған монда. Ол фырыннарны ясаған, митс ясаған. Ол митсләрне ясаған сын монда Түркиягә соят килгән чакта бүтән не эш кыласың дигәндәр, фырынчы митс ясайбын дигән, митс ясайбын deyinчә түркчә кылып фырынчы кылганнар соятын. В 2008 году здесь отмечали столетие переселения предков из России в Турцию. Мястуря Узбай, одна из немногих, кто до сих пор круглый год живет в деревне. Вместе с другими женщинами села 4 года назад она посадила 1500 деревьев в память о предках. Парк так и называется – Парк Милосердия. Анна мен сөз бердім. Hepsi eşli güçlü, biz emekli bulgan, biz pansiyonist. Anna biz qarayıq deyib üstlendik. Allah rızası için hiçbir yerden bir kuruş almasdan İrim Musa Özbay, mən Məstura Özbay, biz bunlarını qarayız. Ну а мы продолжаем нашу прогулку по селу Богру-Делик. Если честно, глядя на эти дома, даже не верится, что это именно татарская деревня. Здесь нет деревянных ворот с национальными узорами, нет бревенчатых срубов. В 1908 году османские власти не просто выделили землю под село, но и возвели первые дома. Вот этот дом единственный, сохранившийся с тех дней. Его до сих пор так и называют – Хакумятирта, то есть дом, построенный правительством. Супруги Куртаран ныне проживают в Конье. В родное село приезжают по праздникам и на лето. Здесь все по старинке. Кушать готовят в отдельном здании – Бурала-Ахар. Сегодня на обед у Сухейли ханым перемечи. Это сибирско-татарские перемечи. В Сибири и здесь, в Богру-Делике, их называют перемец. В отличие от казанских, эти перемецы тоньше, да и мясо поострее будет. Обедают также по старинке, сидя на полу. Нарезанные мелкими ломтиками огурцы и помидоры, салат не делают, овощи потребляют по отдельности, ячменный суп и хлеб собственного изготовления. В отличие от казанских татар, здесь говорят не икмяк, а нан. Nur basın, Bismillah, Allahu Akbar. Kumundayan deyip yazsın yani. Pisini balay, munglu yetiştirdi yani. Koyda varsak yani cenazeye varsak biz
yalap bilemiz, toyga barsak oynap bilemiz. Yani kişinin gönlün alav şekilde baylık yok yani. Baylık gönül baylığı buluğu gerek yani. Вечером несколько семей собираются вместе. По-татарски это называется киш утру, вечерние посиделки. Именно здесь чувствуешь, что путешествие в прошлое вполне реально, ведь эти люди исполняют татарские народные песни так, как их исполняли в начале 20 века. Bu jırlarını adıylardan, babaylardan biz yaş vakitte aların arkasından kuvalap, terasıdan karap, tınlap yürüp öğrenkenbiz. В этом доме мы встретили Венеру Ханным Йылдырым. В начале 90-х ее нынешний супруг впервые побывал на исторической родине, в татарских деревнях Омской области. Там и познакомились. Эрджумент Эфенди тогда, овдовев, остался с 3 детьми. И Венера согласилась выйти за него замуж и переехать в Турцию. İlk başlarda korkutmadı. Hazır ilerge alsam korkunç fıstyadır. Nitikalarını üstürdüm, üstüm de bilmem. Kaldık bu yakta. Dünyaya geldi kızım. Новый рассвет и новый день. Односельчане, приехавшие на праздник в родное село, через день-два разъедутся кто куда. Деревня опустеет, но 3 сотни жителей все так же будут печь хлеб, ухаживать за парком милосердия и по вечерам петь татарские песни. Здесь почти у каждого в доме спутниковая тарелка. Многие смотрят ТНВ, и многие признаются, что далеко не все понимают в современном татарском языке. Но так или иначе, в каждом из них живет память о далекой Сибири, о родине предков, которую они именуют простым татарским словом – мемлекет. Раиль Умудбаев, Владимир Гурьянов, 7 дней, Богрудейлик, Турция. Наше путешествие по разным уголкам мира продолжится в наших ближайших программах. Мы будем знакомить вас с жизнью диаспоры в странах ближнего и дальнего зарубежья, а уже в начале декабря нас ждет путешествие по Европе. Нидерланды и Финляндия – 2 страны, которые имеют большой опыт двуязычия. Вот об этом опыте мы и расскажем. Ну а на сегодня это все. До свидания.